Американское информационное агентство АВАС организовало акцию в целях привлечения внимания Комитета ООН по правам человека к уйгурам, преследуемым в Восточном Туркестане. На официальной странице агентства было опубликовано обращение под заголовком «Освободите уйгуров», в котором было отмечено, что китайская полиция и сотрудники лагерей издеваются над женщинами и девочками, совершая все, что захотят. Также было отмечено, что китайские коммунисты забирают детей-мусульман в школы и интернаты, ничем не отличающиеся от концлагерей. Агентство призвало Комитет ООН по правам человека вмешаться в ситуацию и потребовало от китайских властей прекратить беспредел. Новый тип коронавируса, появившийся в Китае, стремительно распространяется в Европе и на Ближнем Востоке. Стало известно, что заместитель министра здравоохранения Ирана, число жертв в котором достигло 14, также был инфицирован данным вирусом. Специалисты считают, что увеличение числа случаев заражения в Европе напрямую связаны со вспышкой эпидемии в Италии, где было зафиксировано более 300 случаев, 11 из которых с летальным исходом. После обнаружения вируса у итальянского туриста около 1000 итальянцев остались заблокированными на испанском острове Тенерифа. Правительства Австрии, Хорватии, Швейцарии и Алжира заявили, что случаи заболевания в этих странах были вызваны инфицированными туристами. Согласно письменному заявлению Национальной комиссии здравоохранения Китая, за последние 24 часа в стране умерло 52 человека и было выявлено 406 новых случаев заболевания. Общее количество погибших увеличилось до 2717 человек. Тем не менее, Китай подвергается критике из-за того, что скрывает реальную ситуацию и намеренно занижает цифры. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что в соответствии с первым этапом торгового соглашения Китай выполнит обязательства, касающиеся отмены ограничений на импорт птицы, картофеля, корма и других сельскохозяйственных продуктов США. В свою очередь, Китай объявил, что США также снизили налоги на импорт китайских товаров. Первый этап торгового соглашения был подписан 15 января президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Китая Лью Хе. В рамках закона по ограничению оружия массового поражения в Иране, Северной Корее и Сирии, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отношении 13 фирм Китая, Ирана, России и Турции были введены санкции. Причиной такого решения Помпео назвал прямой вклад в иранскую программу по разработке ракет. Министр иностранных дел США подчеркнул, что руководители фирм и лица, в отношении которых были введены санкции, не смогут посетить США. Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 92 лет. Мубарак, правивший Египтом в течение 30 лет, был свергнут в 2011 году во время арабской весны. После сложения должности президента Мубарак был арестован и осужден вместе со своими сыновьями Аля и Джемалем. Суд приговорил Хосни Мубарака к пожизненному заключению. 24 марта 2017 года Мубарак был освобожден после того, как содержался под стражей в течение 6 лет. Во время правления Мубарака на военные расходы были потрачены миллиарды долларов, несмотря на рост безработицы, бедность и коррупцию.